Ага. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Наиля Гильмановна. Я являюсь преподавателем специальности музыкальное образование колледжа Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. На слайде вы видите мой электронный адрес и номер телефона, по которому можете связаться со мной, если у вас возникнут вопросы. Свои вопросы можете присылать на почту или по номеру телефона WhatsApp. Более 60 лет специальность музыкальное образование колледжа готовит специалистов высокого уровня в сфере музыкального образования по квалификации учитель музыки и музыкальный руководитель. В результате освоения образовательных программ и профессиональных модулей студенты учатся планировать работу учителя музыки и музыкального руководителя, проводить занятия и утренники, уроки и праздники, подбирать музыкальный репертуар и работать с вокальными ансамблями, солистами, руководить детским хоровым коллективом. У выпускников колледжа формируются профессиональные компетенции, позволяющие им трудоустроиться в дошкольные и общеобразовательные организации, а также дворцы детского творчества. Выпускники колледжа– это творческие и харизматичные люди, профессионалы высокого уровня, специалисты в сфере музыкального образования детей. В колледж принимаются абитуриенты с различной музыкальной подготовкой. Принимаются абитуриенты и без музыкальной подготовки, но с хорошими музыкальными данными. Вступительные испытания по специальности музыкальное образование проводятся в этом году дистанционно, прослушиванием видеозаписей, подготовленных абитуриентами. Вступительные испытания, которые будут проводиться согласно расписанию 12 и 13 августа, направлены на проверку музыкальных и творческих способностей абитуриентов. Абитуриенты без музыкальной подготовки должны подготовить видеозаписи 2 песен. Одна песня народная, напевного характера, исполняется без сопровождения. Можно исполнить песню любого народа – русского, башкирского, татарского, марийского, чувашского и так далее. Народную песню можно исполнять на родном языке, но обязательно без музыкального сопровождения. Вторая песня из репертуара песен для детей исполняется под фонограмму, минусовку. Обратите внимание на критерии оценки и на репертуарный список детских песен. Не следует для исполнения под фонограмму брать сложные песни для взрослых. Необходимо исполнять детские песни для того, чтобы вы смогли показать точность интонирования, чувство ритма, продемонстрировать свою музыкальность и артистизм. Программа вступительных испытаний для абитуриентов с музыкальной подготовкой включает 2 раздела – проверку вокальных данных и инструментальную подготовку. Для проверки вокальных данных абитуриенты должны также подготовить видеозаписи 2 песен. Одна, желательно народная, напевного характера, исполняется без сопровождения. Другая песня из репертуара песен для детей исполняется под собственный аккомпанемент или под фонограмму, в зависимости от музыкальной подготовки абитуриента. В программе вступительных испытаний написано, что абитуриенты с музыкальной подготовкой должны исполнить 1 или 2 контрастных произведения. Учитывая то, что в этом году вступительные испытания проводятся дистанционно, необходимо подготовить видеозапись исполнения только 1 инструментального произведения по вашему выбору. Исполнить музыкальное произведение можно на любом музыкальном инструменте, на фортепиано, баяне, аккордеоне, флейте, гитаре и так далее, полностью раскрывая замысел композитора. Исполнение должно быть выразительным, технически совершенным. Сложность исполняемых произведений должна соответствовать уровню вашей предварительной музыкальной подготовки. Уважаемые абитуриенты, у вас у всех есть личные кабинеты, где вы можете посмотреть необходимую вам информацию. Списки абитуриентов, подавших заявление на специальность музыкальное образование, расписание и ссылки на программу вступительных испытаний. До вступительных испытаний на вашу почту придет логин и пароль от вашего личного кабинета. Если вы ничего не получите, необходимо проверить папку «Спам».
Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете вступительные испытания, точнее присылаете свои видеозаписи. Доступ к экзамену будет открыт согласно расписанию 12 и 13 августа. 12 августа с 10:00 и 13 августа по 20:00. 12 августа в 10:00 вам необходимо зайти в систему и начинать отправлять видеозаписи согласно инструкции по размещению файла на Яндекс.Диске. Данная инструкция будет размещена в вашем личном кабинете. Внимательно ее изучите. На сдачу экзамена дается только одна попытка, пересдачи не предусмотрены. Лица, не прошедшие вступительные испытания 12 и 13 августа по уважительной причине, болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально, допускаются к сдаче вступительных испытаний в резервный день 16 августа с 10:00 до 20:00. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Зачтено, не зачтено. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения по специальности музыкальное образование. Прошедшим вступительные испытания считается абитуриент, набравший 53 и более баллов. На следующих слайдах даны критерии оценки проверки вокальных данных абитуриента. При подготовке к вступительным испытаниям и подготовке видеозаписи исполнения песни внимательно изучите данные критерии оценки. Обратите внимание на то, что песни должны исполняться наизусть, причем все куплеты. От 100 до 85 баллов получат абитуриенты, которые будут уверенно исполнять все куплеты песни наизусть, которые владеют хорошим певческим дыханием, звуковедением, кантиленой, поют музыкально и ритмически точно, чисто интонируют, четко артикулируют, исполняют песню эмоционально и артистично, передают художественный образ и демонстрируют свою исполнительскую культуру. От 84 до 69 баллов будет проставлено абитуриентам, которые также уверенно исполняют все куплеты песен наизусть, владеют хорошим певческим дыханием, звуковедением, кантиленой, поют также музыкально и ритмически точно, но не совсем точно интонируют, не совсем четко артикулируют, но исполняют эмоционально и артистично, передавая художественный образ и демонстрируют свою исполнительскую культуру. От 68 до 53 баллов получат абитуриенты, которые неуверенно исполняют песни наизусть, плохо владеют певческим дыханием, звуковедением, кантиленой, поют музыкально и ритмически точно, но не совсем точно интонируют, не совсем четко артикулируют и демонстрируют недостаточно выразительное исполнение песни. И не зачтено получат абитуриенты, которые не знают текста песен, не владеют певческим дыханием, звуковедением, кантиленой, поют не музыкально и ритмически неграмотно, допускают интонационные неточности, нечетко артикулируют, исполняют неэмоционально и неартистично. На следующих слайдах вы видите критерии оценки проверки инструментальной подготовки абитуриентов с музыкальной подготовкой. От 100 до 85 баллов могут получить абитуриенты, которые демонстрируют уверенное, яркое, эмоциональное исполнение, показывают техническую свободу исполнения, грамотное владение педалью и меховедением, умеют слушать себя, точно исполняют штрихи, демонстрируют стилистически верное, грамотное, целостное исполнение музыкального произведения, раскрывают авторский замысел художественного содержания пьесы. От 84 до 69 баллов получат абитуриенты, которые также владеют необходимым набором исполнительских и технических навыков, но в игре недостаточно ярко передают образное эмоциональное содержание произведения.
грамотно исполняют произведения, но допускают неточности в штрихах, в темпах и погрешности во владении педалью или меховедением. От 68 до 53 баллов будет проставлено абитуриентам, которые недостаточно уверенно ориентируются в нотном тексте музыкального произведения, но при этом обнаруживают понимание исполняемого произведения, допускают ошибки во владении педалью или меховедением, наблюдается ритмическая нестабильность, недостаточно умения слушать себя, допускают штриховые ошибки, невыразительное исполнение и стилистически непродуманное исполнение музыкального произведения. И не зачтено получат абитуриенты, которые не могут охватить произведение в целом, не обнаруживают понимание исполняемого произведения, не владеют навыком педализации или меховедения, допускают ритмические ошибки, не умеют слушать себя и допускают множество штриховых ошибок и невыразительно исполняют инструментальные сочинения. На следующем слайде вы можете познакомиться с инструкцией по размещению видеофайла в Яндекс.Диске. Видеозапись выступлений вы можете подготовить заранее и 12 августа разместить файл и настроить доступ на Яндекс.Диске. Размещение данных возможно только при использовании компьютера. Данная функция на телефоне невозможна. При подготовке видеозаписи обратитесь за помощью к родителям, педагогам. Не следует крупным планом снимать руки во время исполнения. Снимать только общим планом, чтобы хорошо был виден и музыкальный инструмент, и музыкант-исполнитель. Я вас очень прошу, позаботьтесь, пожалуйста, о качестве звука, как при записи песен, так и при записи инструментальных произведений. Перед исполнением необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, подтвердить личность показом первой страницы паспорта, где есть фотография, объявить композитора и название песни или инструментального произведения. Далее вы начинаете исполнять и записывать видеозапись. Я желаю вам удачи на вступительных испытаниях. Кстати, ваш успех зависит от того, насколько грамотно вы подготовите видеозаписи, исполнение и песен, и инструментальных сочинений, насколько хорошо вы изучите инструкции по размещению видеофайла в Яндекс.Диске и инструкции по закреплению ответа. Вот еще одна инструкция, которая будет размещена в вашем личном кабинете. Вы должны изучить данную инструкцию, чтобы закрепить свою работу в нашей системе. Уважаемые абитуриенты, специальность музыкальное образование колледжа БКПУ имени Мифтахина Акмуллы предлагает вам получить уникальную творческую профессию и ждет талантливых, креативных, любящих музыку и вокал девушек и юношей. На этом наша консультация завершилась. Спасибо вам всем за внимание. Я еще раз желаю вам удачи на вступительных испытаниях и напоминаю, что по всем возникшим вопросам вы можете обращаться ко мне, писать свои вопросы как на электронную почту, так и по номеру телефона WhatsApp. До нашей встречи в нашем колледже. Еще раз я желаю вам удачи, успехов на вступительных испытаниях. До свидания.